Так, производим ремонт шаттла. Размотался он на корзинку. Ну а так, в принципе, как бы пробег 178 тысяч километров. Другой подшипник поставили и новую корзину сцепления. Также поменяли все сальники. Сейчас калибруемся. В общем, этот шаттл у нас был уже на обслуживании. Вот. Но почему-то по какой-то причине мы тогда, тогда мы еще не всем ставили сальники. В общем, побежал, видать, сальник, подмочил корзинку. И, в общем, диски размотались. Но диски были уже на тот кон, уже тоненькие. Вот, просто мы первый раз не стали их менять, приговаривать. Думали, как бы абы поездит. Ну, вот он долго не отъездил, в общем. Наши предположения были как бы, насторожения, так сказать, были верны. Долго диск этот не отъездил. Поэтому, если мы говорим, ребята, что надо менять сальники, все. Если мы говорим, что надо менять диск, корзину полностью в сборе, да, значит, оно так и надо. Иногда мы думаем, что нас пронесет более-менее, но вот не бывает, не случается, нету как бы этих, волшебства не бывает. Если есть ресурс и есть износ деталей, то получается так, что все равно замена неизбежна. Как-то так. А также, ребята, хочу сказать, что мы отказываемся от китайских запчастей вообще. Вот с Максом решили подумать, покумекать, и больше мы на Китанине ничего собирать не будем, потому что это ненадежно. Вот мы 2 года уже ставим, конечно, эти китайские запчасти, и вроде бы даже некоторые бегают, вроде бы Honda нормально ездят, но мы устали с Максом по 3, по 4, по 5 раз снимать коробку. Это очень муторно. Тем более у нас пока подъемника нету, и мы это делаем вот так вот. Вот. В общем, мы умываем руки по поводу китайских запчастей. Будем ставить только контрактные в хорошем состоянии, либо будем ставить оригинальное сцепление, которое стоит очень большие, только цена его во Владивостоке. Вот. Плюс его доставить сюда, плюс установка. В общем, пришло то время, когда все-таки мы... в общем, это 2 года, это было у нас 2 года экспериментов, 2 года надежды, что эти китайские запчасти будут хоть как-то бегать. Очень много чего мы не знали. Сейчас мы уже знаем все, наверное, по этому поводу. И, короче, вывод у нас уже сформировался. И мы просто будем ставить новое, либо контракт. Все. Ставьте лайк, ребята. А так, машина у нас оставалась и все. Эта тачка от нас сегодня уедет. Как и все, в принципе, машины от нас нормально уезжают. Доводим дела до конца. Бывают косяки, бывает, что машины не ходят на китайских запчастях. Но мы всем говорим, что у нас нет гарантии на китайские запчасти. Я почему это сразу изначально говорил? Потому что я знал, что с ними вот такая вот проблема. Вот. Ставишь хоть один какой-нибудь подшипник из Китая, и все, и до свидания. Возникает какая-нибудь жопа с этими запчастями, грубо говоря. А по карману-то потом бьет нам, поэтому ресурсы, время, отнятие времени бьет нам. Вот чем этой тачкой заниматься, я бы сейчас лучше бы еще бы 4 машины каких-нибудь другие, просто обслуживание бы сделал. Больше бы заработали, наверное. Но, тем не менее, мы же и людям не отказываем. Приезжают, мы делаем. Так что все хорошо, ребята. Ставьте лайк. Короче, испытываем Хонду. Смотрим, как она будет сейчас калиброваться у нас. Едет уже неплохо. Нету таких рывков, пинков, ничего такого нету. Отлично идет. Угу. Все, это Костя домой приехал, что ли? Точно. Этот тоже едет домой. Уже одну прошла, да? Четные передачи.
5-я? Сейчас пойдет. Пошел. Короче, тачка и калибровки все прошла четко, на ура, с первого раза. Ну все, сейчас на герметичность только проверим. И все. Да. Ротор калибровал? Нет, еще сейчас буду. Что у нас по температурам? Да Ну. там температура 100%, 60 там. И Короче, 5 я градусов так- разницы, наверное, не больше. Я так думаю. Смотри. Ну-ка, давай посмотрим. А, я же говорю, 75-84. Вот такая должна быть температура муфты. А не когда там одна 60, другая 120, 130, да? Ну. Вот это вот четко вообще. Ну все, сейчас Я думаю, она и не повышаться не должна, да. сильно. Сейчас меню регулировки. А, Я пойду. куда? Посмотрю там что-то. Че, лайк? Да. Продолжайте нажимать педаль. Заряд вообще четко берет, почти полная. Все, прошел? Нет еще? Калибруется, калибруется. Хондари — это стиль, это драйв, это свет. Сергей, Женя, Мишка, Булат и пацаны, команды лучше нет. Хондари — это стиль, это драйв, это свет. Сергей в Хабаровске, как сделать из машины мечту. Женя из Якутии, мастер с душой, его руки творят волшебство. Мишка из Питера, технарь до мозга костей, он знает каждый винтик, каждый тонкий момент. Булат хороший парень, барыжит карабасами, но мастер на все руки. И каждый из них — это часть одного целого. Хондари — это стиль, это свет, это скорость. Хондари, Хондари, сервис мечты, где каждая деталь — это часть любви. Сергей, Женя, Мишка, Булат и пацаны, команда огня. Мы чиним, тюним, дарим драйв, друзья. От Хабаровска до Питера 1000 миль, но их объединяет одна страсть. Женя в Якутии, где мороз и метель, но в сердце огонь, который не погас. Мишка в Питере, где дождь и туман, но в гараже тепло и уют. Вместе они непобедимый союз. Хондари, Хондари, сервис мечты, где каждая деталь — это часть любви. Сергей, Женя, Мишка, Булат и пацаны с городов, команда